Синоптики прогнозируют весну с непроходимыми лужами, а на деле природа распоряжается по-своему, обрушивая на регион осадки в виде снега. Отметка на термометре держится около 0, а значит, ожидаемые всеми сроки глобального паводка вновь сдвигаются. Чтобы массовое таяние снега не застало город врасплох, противопаводковая комиссия работает, засучив рукава. На прочность проверяются не только опасные места, но и гидросистемы, расположенные на водных объектах в городском округе. Мы рассматриваем сегодня, смотрим готовность гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья 2016 года. Значит, посмотрели гидроузел Сибайского филиала УГОК. Вода уходит, значит, лед перед затворами размыт. Уровень воды в водохранилище по водомерной реке показывает 1,47 м. То есть угрозы на сегодняшний день нет. Как пояснили на месте, круглосуточного дежурства на гидроузле на сегодняшний день нет, так как период интенсивного снеготаяния еще не начался и поступления воды в водохранилище также нет. На сегодняшний день гидроузел считается готовым. Согласно приказу по филиалу создана комиссия, составлено, принято к исполнению план мероприятий по укреплению по безопасному паводку. Мероприятия, намеченные на сегодняшний день, фактически все выполнены. Остались не выполнены только мероприятия, которые намечены на период интенсивного таяния. Комиссия в составе представителей Ростехнадзора, Сибайского филиала УГОК, экологов, Общества строймеханизации, Управления жилищно-коммунального хозяйства и Управления гражданской защиты населения проверили и пруд Дом рыбака. И хотя он находится на территории Баймакского района, в случае его разлива в зону подтопления могут попасть сибайские дома. Потому этот объект и взят под контроль наших специалистов. На сегодняшний день пока волноваться не стоит. Вода здесь уходит через аварийный водосброс. Единственное, на что стоит особо обратить внимание – скопление мусора в водных объектах. Смотрели также именно состояние именно окружающей среды, в данном случае, чтобы мусора не находилось, потому что как-никак вместе с этим снеготаянием, с талой водой будет уходить этот мусор куда? В реку, конечно же. Вот. И надеемся, самое главное, чтобы прошло без эксцессов и мы постоянно на контроле, то есть совместно работаем Управление гражданской защиты, сотрудники МЧС, то есть у нас периодически ведется также со стороны Минэкологии дежурство. Комиссия проверила водопропускную способность объекта и в селе Туаляс. В целом, на сегодняшний день все гидросооружения находятся в исправном состоянии и могут запросто справиться с талыми водами. К слову, по сообщениям Башгидромедцентра, период интенсивного снеготаяния придется на середину апреля, а плюсовая температура станет постоянной уже 7 числа. Елена Афанасьева, Дамир Хайбулин, Гульгер Раскильдин, телекомпания СТВ.